Моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Здравствуйте, дорогие телезрители передачи «Мой спорт». Сегодня в нашей передаче мы вам покажем 6-й международный турнир по свободной пирамиде на Кубок Банка Таты, который состоялся 21-22 апреля. Это единственный турнир на территории Республики Саха-Якутия такого крупного и международного масштаба. Хочется отметить, что к нам приехало 4 ведущих игрока на сегодняшний день рейтинга Международной Федерации бильярда. Это Пащинский Юрий, двукратный чемпион мира, это Каныбек Сагынбаев, Киргизия, двукратный чемпион мира, дважды он становился серебряным призером, один раз бронзовым в командном первенстве. Это действующий чемпион Европы Фрейза Андрей и многократный чемпион Украины, трехкратный чемпион Европы и всевозможных кубков Европы, мира Паламарь Александр, заслуженный мастер спорта международного класса. Ну, со стороны Якутска присутствует 5 спортсменов, это все бывшие и действующие чемпионы республики, а также приглашены соответствующие чемпионы своих регионов, это Амурской области, Хабаровска, Владивостока, Читы. Бильярд считается интеллектуальным видом спорта, и есть такое еще название бильярд, это шахматы в движении, потому что здесь очень много зависит. Забить шар любой может, но здесь вопрос именно забить и сделать это таким образом, чтобы игра продолжалась и была возможность результативного следующего удара. Как часто надо готовиться, чтобы участвовать? Ну, ежедневно, на протяжении многих лет. То есть вы занимаетесь ежедневно? Да. Дома? Там, где я живу, есть бильярдные клубы, и я там играю. Вам нравится американку играть или русский бильярд? Я играю в русский бильярд, но в игру в американку. В американку, да? Ну, какой вам больше? Русский бильярд или... Конечно, больше русский нравится. А почему? Ну, она сложнее. Стол большой, шары большие, лузы маленькие. Забить шар тяжело. А русский человек, он любит трудности. Очень рада, что приехали такие именитые спортсмены, такие звезды, как Каныбек Сагынбаев, Юра Пащинский, Андрей Фрейзи. Это удовольствие даже просто участвовать в турнире с такими спортсменами, посмотреть на их игру, просто наслаждаться игрой. И при этом я постараюсь 100% выложиться, показать свою игру. С каждым годом к нам приезжает все больше и больше именитых спортсменов, чемпионов мира, чемпионов Европы, чемпионов России. В этом году к нам приехал действующий чемпион мира Каныбек Сагынбаев из Кыргызстана. Вот сейчас он только что играл с якутским спортсменом Александром Чепиковым. Александр его сейчас выиграл. Александр сейчас будет играть в полуфинале. И вот сейчас вот одна из тоже полуфинальных игр уже идет. Сейчас узнаем, кто станет чемпионом. На первом турнире, вот, конечно, у нас таких именитых звезд не было. Были участники только из города. И вот с каждым годом вот мы работали над тем, чтобы приглашать звезд бильярда российского и мирового, чтобы бильярд в Якутске стал более популярным. Никогда не расстраиваюсь. Просто домой сильно хочу. У меня буквально 2 недели буквально назад свадьба была, я уже жена еле-еле отпустила сюда. И для меня эта игра впервые непривычна. Я не готовился, как бы забиваешь 10-12, дальше продолжаешь. Чемпионат мира, там совсем другие условия, и около 30 стран играют. На самом деле там, если ты играешь, только ты, судья, больше никого. Рядом никто не мешает, играешь свободно. И, соответственно, играют там до 8 шаров, определенно до 6-7 побед. Обычно во всех других официальных турнирах, там, скажем, групповой этап до 2 поражений. 2 раза проигрываете, вылетаете. А там потом идет Олимпийка. Здесь 2 раза человек проиграл и все равно дальше играет. Получается, 2 раза проиграл, уже сейчас за выход в финал играет. Ну, это как-то нечто. Это
такой необычный турнир. Наверное, тем самым и турнир отличается здесь от всех. И гран-при. Первое место. Под ваши несмолкаемые бурные аплодисменты, друзья. Александр Чепиков, японец! Бильярдный спорт, мой спорт. Бесплатная городская справочная 390-111. Запишите наш номер, он вам обязательно пригодится. 390-111. В следующем видеосюжете Центр изучения воинских традиций «Север» покажет вам свои новые приемы. Мачете, да, вот, бразильская трамантина, тоже подарили в чте товарищей, да, тоже, собственно говоря, она такая мачете стоит на вооружении 82-й воздушной десантной дивизии в США, ну, и, там, и во всех тех европейских странах она на вооружении, когда они ходят по десанту. Та же работа, в принципе у нас одни и те же. Та же работа, как встать. Раз, пальцы оставили. Везде поставили плоскость, он по плоскости прокатился, пальцы составил, все, везде их рубили, порубили. Там же было очень быстро и показано, потому что вроде быстро, но там не видно. Сверху быстро рубили. То есть там ничего не видно. Видите, это уже видно. Как работать против мачете. Сняли женщины. Быстро многие вещи просто не покажешь. Ну, нет, то есть я работаю и им мачете против. То есть, в принципе, особой разницы нет. Сейчас против палки можно покажу. Палка. Давай, палка, тычок. Далее смотрите турнир по пейнтболу на Кубок СМИ.
Да, мне почему-то больше понравилось в Дании В Дании поиграть, да? потому что там, ну, как бы, зачистка такая разная. Там получше. И там что-то раунды длятся подольше, а тут, оказывается, слишком быстрый бой. За минуту все уже. Хорошо. Осталось без глаз. Нормально отыграли. Спорт для настоящих мужчин. Третье место. Первое место. Пейнтбол — мой спорт! Наша территория здесь, наш дом. Эти улицы знают каждого в лицо. На все вопросы у нас один ответ. Это наш город, и лучше нас здесь нет. Нас здесь нет. Наша территория здесь, наш мир. Мы знаем точно, чего от жизни хотим. Идем вперед, ищем свой путь, при этом прожигая жизнь. Ну и пусть говорят, что мы делаем что-то не так, но мы лучшие здесь, это факт. Моя игра, она мне принадлежит. Ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна.